17-й год, 18-й, 19-й, 20-й, громадянскую войну, коли знищены были миллионы людей. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться с нашим народом? У кожным народе цветом нации з'является интеллигенция, лепшие сыны народа. У 20-х, 30-х, 40-х годах на каторге, на Колыме, на Гулагу, у Куропатах, у Шлепянском лесе мы сгубили большесть нашей национальной интеллигенции. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться? Кормить нас усіх наше селянство, яе руки селянские, кормить нас наш народ. Куды делося наше селянство у 30-е годы? Яно пайшло на Колыму, яно пайшло будовать Беломор-канал, на Воркуту, у Куропаты. Мы сгубили миллионы наших селян. И теперь мы не можем прокормить сами себе. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться? Вы ведаете, что наш народ у Великой войне згубил кожного 4-го человека. Але коли б не было социалистичной ідеї, яка йшла под червоними стягами, одна с заходу под знаком свастики, а другая с усходу под знаком серпа и молота. И коли они сговорилися и распалили сусветный пожар, и уключили нас у эту мясорубку, то скажите, как не было в этой идеи, как не было этого большевизма, как не было этого социализма, здарилося б такое злочинство? Чи нет? И третья обдираловка. Это империя, это Советский Союз, який обдирая усе республики, який обдирая наш народ, нашу Украину Чернобыльскую, потому что мы не маем свободы, мы не маем суверенитету, мы не маем незалежности, мы не маем своих национальных банков, своих грошей, своей валюты, своего войска, мы не маем ничего. Мы маем Чернобыль и свои руки. Тому, покуль не будет незалежности, мы ніколи не поднимемся с коленей. Самое важное нам теперь отрымать незалежность от этой империи. Уважаемые земляки, тут перед нами отбывся запланованный митинг партократии, яких привезли сюда летні под номерами у автобусах и отвезли отсюда. И они покинули коле своего идола дары, клетки. А между іншим, за всю историю человечества не было больше кровавой, больше зловесной фигуры, чем Ленин. За что клетки? Достойный он клетков. Тому мы думаем, что народ, який собрался тут, повинен ему отдать его дары. Это ГУЛАГ, это НКВД, это гильотину расстрелов, это ту ненависть, якую нас принес, это ту бедноту, это ту фуфайку, яка была в 30-х годах летним национальным отделением советского человека. Тому я думаю, что мы повинны зараз вернуть ему эти дары, вернуть, что он нам накинул со своими ГУЛАГами, со своими НКВДистами, пистолетами. Покинем ему, хай радуется.